Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и новости на нашем канале. Друзья, вот такое семейство попало мне на глаза с просьбой о помощи. Это Осетия, город Моздок. 6 щенулек родились месяц назад у входа в парк, на самом видном месте, под елкой, в лунке. У публики на глазах, у народа, который приходит в парк. Многих раздражает. Ведь целый помет, и они растут, и скоро будут в рассыпную под ногами раздражающихся людей. Ну, или пока они маленькие, их могут взять дети в качестве живой игрушки, поиграть, потом выкидывают. Белого щенка уже дважды брали поиграть. Хорошо, что назад возвращали. Ну такой шляпки, а эти просто зайчики. Так, присядь. Ну вот остановочка. Ай, свалился. Насосал. Собаки отваливаются иногда. Ой, вот это какой расписной красивый. Ух, какой ты. Ой, этот правда, ну куколка. Ну куколка. А черная что у нас такое красивое? Девочка. Ой, какая ты куколка, как моя Оксана. У меня есть такая собака. Так, все, поехали? Опа, так, сейчас он будет на мальчика нападать. Все, напал. Почти покусали. В общем, регион, как все регионы по стране, неблагополучный. Там не любят животных. Никто не пожалеет, не возьмет, не пристроить их там. Только погибнуть. Всем сразу от яда или по очереди. Да, не жить им там. Но им можно подарить эту жизнь, если вмешается человек неравнодушный. В таких случаях я звоню местному волонтеру в надежде услышать, что кто-то ими уже занимается, и успокоиться. Но в телефоне я услышала, что ни одного отклика никому не нужны, а значит, нет им и жизни. И эта мамка, добрая, нежная, заботливая мамка, о которой я уже наслышана, не спасет своих детей, не защитит никого, не укусит. Она даже лаять не умеет, представляете? И дальше моя фантазия буйствует, представляя, как эти нежные существа будут получать боль, уходя из жизни. Друзья, я решила, что надо спасать. Я очень рассчитываю не на осуждение, а на вашу поддержку. Кто готов, кто со мной, друзья, помогите, пожалуйста, на их содержание, на корм, прививки. Я очень вас прошу. Ужас. И котята маленькие. Голодная, бедная. Я ничего не взяла, зайчик. Я как вообще с пустыми руками приперлась? Ах, какие вы божественные. Кто эти божественные дети? Это расцветка, какая крапушка. Очень красивая. Эй, они так сладко спят, что они даже не хотят проснуться. Одна вот эта звезда, она никак не спит, она не спит, она сладкая девчонка. И котята, если кто сжалится и захочет взять, приютить такую красоту, напишите мне, пожалуйста, на WhatsApp. Больше у меня слов нет. А это Московская область. Иди сюда, не бойся, иди. Иди ко мне, моя хорошая. Боже, весь трясется. Иди сюда. Иди сюда, не бойся, иди. Не бойся. Да не бойся, Господи, не бойся. Пошли со мной, пошли в машину. Да не бойся. Вот, на телефон. Да не бойся, не плачь. Не бойся. Садись. Садись, не бойся. Садись. Сиди. Залезай. Давай, обходи. Все.
Кое-как вот поймали. Трясется ребенок, боится всего, кричит. Не бойся, хороший. Поедем сейчас. Вон, бедные ушки трясутся. Ну, закрой. Сейчас закрою. Вчера в багажнике везли эту собаку, выбросили 2 урода. Заставила забрать, отвезти в приют. В итоге собаку нашли просто на дороге. Вот проезжая часть. Вот здесь вот в кювете собака просто лежала, от страха тряслась вся. Друзья, а теперь еще об одной судьбе, о предательстве. Как много же таких собак, которые вроде при хозяине, живут дома, но живут и не знают, что от них хотят избавиться, что они нелюбимы. И вот их сажают в машину и везут, или убьют, или выкинут. Этой девочке суждено было быть выкинутой прямо из машины, на дороге. Счастье только ее в том, что сзади ехали неравнодушные люди. Они догнали машину и узнали причину их поступка. Оказывается, выкинуть свою собаку их заставила хозяйка, у которой они работают. Эти люди заставили забрать напуганную, дрожащую домашнюю собаку, которая металась по дороге и возле машины их. Конечно же, зря. Это их не остановило. Через 10 километров они отъехали, и все равно ее же выбросили. И вот на следующий день эту же собаку, эти же люди увидели в канаве у дороги, мокрую, дрожащую. Она сутки лежала там, где ее выкинули. Она не знает, как жить ей на улице и куда идти. Рядом дорога и лесополоса. Вот так, без сожаления, избавляются от ненужного. Я попросила этих неравнодушных людей забрать эту несчастную девочку. Ну а как иначе? Ждать, что кто-то заберет? Нет, конечно. Проехать мимо, потому что мне некуда и не на что. И как потом жить? Друзья, я решила снова просить вашей помощи. Передержка и корм платные. Скажите, а вам жалко эту девочку? Пожалуйста, откликнитесь на ее судьбу. Давайте вместе с вами спасем ее. Откликнитесь на финкураторство. Я очень вас прошу. Друзья, и у нас прилетели якутята. Сёма и Север. Встречаем, знакомимся. С приездом, мои хорошие. Редкие счастливчики сейчас, кто оттуда. Кого удается. Потом пойдем гулять, моя собака. Давай, выходи. Это Сёмушка. Выходи, моя Это собака. Сёмушка. Ой, как хорошо. Ой, травка. Травка вкусная у нас. У нас Молодец. травка вкусная. Ты хороший? Ты боялся дядьку, да, там в ППЖ боялся? Травка у нас вкусная в Москве. Да, большой ты, мальчик. Тебе 37-38 килограммчиков. Это мусор. Не бойся, это мусор. Может, водички предложим собаке? Сейчас мы водичку дадим. Молодец. Давай водичку. Будешь водичку? Будешь водичку? А? На, попей водичку. Нет, в Якутске не пьют воду. Там только снег едят. А летом тогда что делать? А летом тоже пофиг. Ледники почти Ждут так. зимы, когда же будет зима, чтобы побить Они снега. верблюды, что ли? Ага. Собака моя, собака. Ой, ты мой сладкий. Приехавшие троица. Молодец, не уделом. А, вот. Теперь только с намордником можно этой авиакомпанией провожать. Конечно. Да, о. Давай.
Мимо воды проходишь, да? Мимо. Вот ваш воду. О, какой ты мордатый. О, какой ты мордатый. Да, ты хорошка. Хорошка, что ли? Ну, давай посмотрим. Жубья? Да, в тебе есть. Годика 4-5 есть. Думаю, так. Зовут Север. Север. И забуксовал. Все, тоже трава прилип. Вот ты мой хорошка. Север и Сема. Сема травку поел, молодец. В туалет сходил. Водички не попил и прилег. Север. Север и Сема. Сема. Семен. Вы на «С» сегодня прилетевшие. Семен. Иди, все. Иди сюда, Семен. Мой Семен. Семена никто не гладит. Семена никто не гладит, моего Семена никто не гладит. Никто его не гладит, моего Семена, да? Никто его не гладит. Тебя ж погладить, тебе же аж... Вот он как хорошо объяснил. Подойди ко мне и погладь меня. Я все тебе сказал. Все тебе сказал. Худобищ ты. Север, худобище, где рыскал? Сема и Север. О них я рассказывала в прошлом ролике. Сема – мудрый, степенный, средних лет, умеющий отличать добрых людей от злых. Тот самый, которого обижали в ППЖ. Мальчик крупный, под 40 килограмм. Вдруг кому приглянется на участок такой большой и добрый друг. И Север – беленький, веселый, молодой, неунывающий мальчонка. Тоже хороший, килограмм 25. Друзья, приглядитесь к нашим спасенышам якутятам. Вы совсем забываете, что мы их спасаем не для того, чтобы они жили в большой стае на платных передержках. Им нужен дом и заботливый хозяин. Они так мечтают быть домашними. Приезжайте к нам знакомиться и выбирать. Спасение – это хорошо, но плохо, что они не имеют дома, не имеют ту заботу, которую может дать только человек индивидуально, хозяин. Присмотритесь, приезжайте. У меня очень много собак. Друзья, спасибо всем, кто откликается, кто помогает. Не забывайте о них и через месяц, и через 3. Они кушать хотят каждый день.